Вот этот инструмент называется Ищенфандер, в русской транскрипции Киссенфандер. Ну, мы привезли современный вид, то есть верхняя дека сделана из дерева. В принципе, инструмент весь склеен, а не выдолблен. И струны скрипичные. Так как мы побоялись вести настоящий инструмент, Виталий Филиппович, продемонстрируйте, пожалуйста. Ну, да. Собственно, это изначальный вид инструмента. Да, да. Вот изначальный вид инструмента был вот такой. То есть струны из конского волоса, либо из жил, либо из кишков. Верхняя дека, либо мочевой пузырь, либо просто кожа. Вот. И благодаря тому, что вот такие инструменты изготовлялись из ткани животного происхождения, исполнители могли легко узнать, ну, например, изменение погоды на ближайшие несколько часов. Был зафиксирован в Трусовском ущелье один случай, когда маленький мальчик, ну, он ныне тоже немножко играет на Ищенфандере, но как бы хорошо играл его отец, он сам признается. И, в общем, он, будучи маленьким мальчиком, игрался, и отец играл на фандере, на нехаше. И отец его подозвал, и как бы не переставая играть, говорит: «Фош, рантер фоштема, тахта». Ну, отару гони обратно. Сейчас пойдет дождь. И вот он рассказывает: я смотрю на небо, ни единой тучки, и злой. Дошел, и вот как только он развернул отару, черная туча выплыла, и летом пошел снег. Ну, как бы ткани животного происхождения реагируют раньше, чем человек это понимает. И, ну вот, например, вот так узнавали погоду. Самый еще интересный, как это сказать, самое интересное предназначение, не прямое, но самое интересное у этого инструмента, это поиски пропавших под лавиной. Да, у Махарбека Туганова есть зарисовка, как исполнитель идет впереди тех, которые ищут, попадают под лавину, и играет. То есть он впереди всех идет. И там, где звук менялся, там он говорил, что надо копать вот в этом месте, доставать и хоронить погибших. Вот. Мы не можем сейчас сказать, потому что, ну, возможно, вибрации какие-то из-за того, что там вот как бы резонировало, может быть, что-то. Как бы, ну, сегодня, к счастью, нет такой возможности, чтобы пройти и поискать, поэтому мы не можем. Как бы описание есть, а почему и как, ну, до нас не дошло. Возможно, те, кто это описывали, они думали, что это вот как бы всем всегда будет понятно, поэтому. Но вообще, это инструмент магический. У меня завтра будет как раз доклад об этом. Обратите внимание, что он состоит из двух основных частей. Вот одна часть, и это видно здесь. А вот эта часть, это меч. Вот видите, меч, и он проходит сквозь чашу и выходит вот здесь. И за него крепятся струны. Струны крепятся от рукоятки меча до его острия. Насквозь. А это чаша. И меч пронзает чашу.
И отсюда возникает сразу много разных пониманий. Первое, это, если мы говорим о сказаниях о короле Артуре, чаша Грааля, меч короля Артура, это отсюда. А если мы говорим, о нартах, это сложнее, это завтра будет докладе. Но здесь также нарт Батрас, у Ацамон, да, Уса. И вот эта вот история, интрига Батраза, его преображение, она вот в этом инструменте. Причем меч пика. Да, меч пика. Меч пика. Не так, а так. Да, так. Прямо в сердце. И это также бинарный код. Единица, 0. Да. На бинарном коде построены вплоть даже наши аппараты, теперь гаджеты и вообще все. Весь цифровой мир построен на бинарном коде. Это знание. Они это знают. А можно еще добавить? Да. Есть еще один знак есть. Он есть, этот знак во всех археологических музеях. Южной и Северной России. Знак очень древнего субстрата, Тальгианского. Крест круг. А крест круглый. Это один из самых главных знаков Тальгианства. Древнейшей монотеистической религии человечества. Но здесь есть еще, раз уж коснулись. В круге, это также, видите, раз вот этих 9 оконечностей. Это девятка в десятиричном коде. И единица переходит на другой качественный, на другой уровень. После девятки, только при помощи ноля. До ноля она идеальна. 1 плюс 1 будет 2, 2 плюс 3 будет всегда 5, 5 минус 4 будет 1 и так далее, и так далее. Но дальше девятки никогда эти счисления не пройдут. Для того, чтобы пройти дальше девятки, для этого вдруг нужен 0 чаша, имеющая совершенно другую логику, другую онтологию. И вот это вот сочетание двух несочетаемых, оно, собственно, и дает переход на следующий уровень. И это то, что есть. Вот создатели этого инструмента знали об этом. Кто создал этот ваш инструмент в ваших руках? Есть вот этот инструмент сделан мной. Есть также, он просто меньше сохранился, такой же инструмент, который был найден мной Роки, там где Рокский перевал, теперь Рокский тоннель. Это Южная Осетия, самый-самый. Да, да. Ну там уже нет, уже человек просто это осталось в доме. Да, уже. Ну, мы исполним тоже, постараемся максимально коротко, но желательно, мне бы хотелось с пояснениями. Кадак называется «Золото Зуар-Рашу», про, такое святилище Джулат, там была башня немножко искривлена, как рязанская. И вот она предстает в виде красавицы девушки в этом Кадаге, которая устроила танцы аж и выбирает себе жениха. И вот там вся знать, и она в каждом находит какие-то изъяны, и уже никто не выходит, не осмеливается выйти с ней на танец. И в это время по берегу реки идет пастух со своей собакой, услышал музыку и побежал на музыку. И он смотрит, красивая девушка танцует, никто не выходит, он выскочил, покружился в танце с ней и говорит ей: ты, конечно, хороша и красива, но почему ты голову наклоняешь в одну сторону? И тогда она заплакала и побежала к маме. И рассказала, вот, знать, ничего не могла мне сказать, а какой-то пастух пришел и говорит, что я голову наклоняю во время танца. И тогда мать взяла
и посчитала волосы в каждой косе. Вот одна коса с этой стороны, другая с этой. И насчитала на один волосок больше в одной. И говорит, ну конечно ты будешь, у тебя же на один волосок больше. Отправила ее обратно, и опять никто не осмеливается, опять пастух выскочил, и опять ей говорит, ты, конечно, красива, спору нет, но почему ты хромаешь на одну ногу? Она опять побежала домой, и мать взялась, сняла с нее обувь и нашла в одной туфельке проса, горошинку, да, и говорит, ну конечно ты хромаешь, возвращайся, да. И в общем, ну там еще сюжет не буду полностью рассказывать, в конце она разворачивается, и вот так вся знать стоит, и она говорит, разворачивайтесь, с сегодняшнего дня вот этот пастух будет моим мужем. И тогда пастух говорит, а та, которая голову от одной волосинки наклоняет, и та, которая хромает от горошины, такая мне не нужна. И вот осталась она ни с пастухом, ни с сознательным.